Изначально всероссийская перепись населения должна была стартовать в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции ее дважды переносили. В итоге перепись началась 15 октября текущего года. Процедура проходит тремя способами. Традиционно на дому, в стационарном участке, а также на едином портале госуслуги. Отметим, что возможность самостоятельно переписаться в электронном формате была предоставлена впервые. На сегодняшний день ею воспользовались более 14% населения республики. Это совершенно несложно. В общем-то, это занимает, в зависимости, конечно, от количества человека в семье, но в среднем семья из 3 человек занимает не больше 10 минут перепись. Ничего сложного нет, но если возникают какие-то проблемы, можно обратиться и по телефону, который указывается у нас на сайте и так далее. Там подсказки все, куда переходить, что где смотреть, везде можно все посмотреть, ничего сложного. Если трудности с прохождением переписи в онлайн-формате все же возникли, то гражданам готовы помочь в стационарных участках, которые снабжены компьютерами с выходом в интернет. Специалисты помогут заполнить переписной лист, а после регистрации они распечатают QR-код, который нужно предъявить переписчику. Есть консультант, который поправляет и правильно заполнять. То есть это ускоряет время, получается уверенность в том, что вы правильно заполнили все это, и то, что вы выполнили свою государственную миссию, прошли перепись. Я не смог немножко в отдаленном доступе сам заполнить на связи, поэтому воспользовался услугами нашей, которая делается в Национальной библиотеке. Я думаю, довольно успешно, потому что чуть-чуть неправильно заполнял, поэтому она меня немножко обратно отсылала. Я работаю допоздна, и поэтому, чтобы дома не сидеть, ждать переписчика, когда придет, какой день, я же не знаю. И поэтому и по шаговой доступности от работы это близко, это удобно. Вот время выбрала и зашла, и переписалась. Все. Это вопросы, скажем так, обычные, нормальные, на которые можно ответить любому человеку. В этом ничего такого зазорного нет. По времени, минут 15, недолго. Потому что у меня домохозяйство, нас есть 2, поэтому, скажем так, быстро. Также в стационарных участках можно пройти перепись традиционным способом, пройдя опрос у переписчиков. В общей сложности на территории республики работу ведут более 200 стационарных переписных участков. У нас предоставлены компьютеры с выходом в интернет, специально в отведенных местах. Мы принимаем людей строго по предварительной записи с предоставлением QR-кода. У нас соблюдены все меры безопасности, обязательные маски и антисептики установлены на местах. Так, в среднем у нас приходит 70-80 человек, но мы можем принять больше. В основном приходят к нам это пожилые люди, которые не умеют пользоваться компьютером и интернетом. Перепись активно ведется и в выездном формате. Аккредитованные переписчики в специальной форме обходят дома и квартиры якутян. Каждому из них прикреплен определенный район с конкретными адресами. В сумме переписчик должен опросить порядка 500 человек. В общей сложности на территории Якутии работу ведут более 1500 переписчиков. Переписчик прописывает с помощью планшета, прописывает по факту проживания, никаких документов не требуется. Там вопросы могут быть самые элементарные, простые. Национальность может каким языком владеет, сколько человек проживает в семье и так далее. Внести лепту в общее дело решил и наш коллега, телеведущий Иван Лазаренко. В роли переписчика разговор с собеседником проходит не в привычной студии, а у порога двери или в прихожей, конечно же, с позволения жителей. Будучи человеком, имеющим опыт общения с разными людьми, он легко находит общий язык. Иван отмечает, что неотъемлемым помощником переписчика выступает планшет, который значительно облегчает процедуру переписи. Можно сказать, что и эта перепись уже первая цифровая, потому что никаких переписных листов нет абсолютно. Все данные вносятся в планшет. И, как отмечают в Сахастате, на обработку результатов идет не 3 года, как раньше, а всего год. Может быть, бывает иногда тяжело чисто физически, потому что, все-таки это ходьба, это на ногах, это стоя, это... А так интересно, здорово. Специалисты Сахастата отмечают, что переписчик должен пользоваться средствами индивидуальной защиты. Он обязан иметь при себе аккредитацию и документ, подтверждающий личность. Помимо этого, переписчик не имеет права просить предъявить какие-либо документы. Переписчик пришел, постучались в дверь, я открыла, показала свой паспорт, удостоверение. Был, как положено, был в маске, в защитных перчатках. Паспорт у меня не попросили, просто
планшете, в общем, забили, ну, спрашивали вопросы, я отвечала, то есть у меня никаких документов не спрашивали. И длилось, наверное, минут, не знаю, 5, 10. Ага. При отборе кандидатов на роль переписчика учитывались различные критерии, основными из которых являлись совершеннолетие и наличие паспорта гражданина Российской Федерации. Аккредитация вручалась по итогам прохождения тестирования, состоящего из 100 вопросов. Чтобы переписчики были готовы ко всем ситуациям, их на протяжении 3 дней обучали по специальной программе, включающей в себя как теоретические, так и практические занятия. Да, это длительный процесс, достаточно скрупулезный процесс, 3 дня, как вы сказали. Это, конечно же, теория, это цели, задачи переписи, для чего она проводится. Потом это обязательно момент, как нужно общаться с респондентом, как нужно заходить в дом, стучаться, что говорить, как реагировать на те или иные моменты. Это, конечно же, практические занятия, работа вот с планшетом, у нас в этой перепись планшеты, работа обязательно с планшетом, и потом самостоятельная обязательно работа, как бы практика, переписать там, ну, можно друг друга попробовать, да, можно себя переписать, попробовать, как это все получается у тебя, как это все вот происходит на деле в реальном времени, да. Переписчики признаются, что порой сталкиваются с тем, что опрашиваемые не до конца понимают цели переписи населения или вовсе относятся к процедуре с недоверием. Переписчики отмечают, что собранные данные в дальнейшем помогут комплексно оценить демографические и социально-экономические характеристики республики, что важно для развития региона и страны. Перепись населения проходит для решения государством нашим социальных проблем. Как живет человек, в каких условиях, сколько, работа. Я считаю, что это обязательно. И каждый гражданин должен понять это, что перепись нужна для нашего же благосостояния. Не секрет, что некоторые граждане беспокоятся о безопасности данных, которые озвучиваются в ходе прохождения переписи. Специалисты Сахастата отмечают, что цель переписи заключается в получении цифр, а все ответы на вопросы приходят в базу данных обезличенными. Ну, во-первых, при переписи переписчиком или на стационарном участке у вас не спрашивают никаких документов. А также не обязательно говорить фамилию, имя, отчество. Достаточно сказать имя, отчество просто. Все это для отслеживания, чтобы не запутаться в членах домохозяйства, потому что часто бывает так, что называют сына в честь отца, и вот так вот по поколениям пойдет, можно запутаться. Вот это для этого имя, отчество. Все. Никаких документов предъявлять не нужно. Прав собственности, паспортов, СНИЛСов и так далее не нужно предъявлять. Что касается госуслуг, да, там действительно автоматом заполняется фамилия, имя, отчество, но попадая к нам, вся эта информация кодируется. То есть ни имени, ни фамилии, ни отчества не попадет в статистику при обработке. Все это кодируется, и все поступает только цифры. Все в агрегированном виде. Точно так же и с планшетов от переписчика попадает все в агрегированном виде. Никаких фамилий, никаких имен, отчеств. Что касается вопросов, входящих в переписные листы для лиц, постоянно проживающих на территории России, то их 33. Также 7 вопросов предусмотрены для иностранных граждан. Вопросы касаются национальности, родного языка, места проживания, источника доходов и других тем. Вообще в переписи 3 переписных листа. Переписной лист формы П, он заполняется на помещение, то есть на ваш дом, квартиру и так далее. Форма Л заполняется на каждого гражданина, постоянно проживающего на территории. То есть постоянно. Вот это основные 2 листа, которые на постоянно проживающее население заполняются. И есть еще форма В. Вот там 7 вопросов. Наверное, поэтому у вас 40 и получилось. Эта форма В, она предназначена для иностранных граждан, которые временно находятся на территории меньше года. Там у нее всего 7 вопросов. Это год рождения, пол, цель прибытия, с какой страны прибыл. Вот она укороченная. Только для иностранных граждан, временно находящихся. На сегодняшний день в Якутии перепись прошло более 47% населения. По этому показателю республика продолжает сохранять лидирующие позиции в стране. Перепись продлится до 14 ноября. Власий Сергеев, Артем Алексеев, Георгий Григорьев, Якутск.